многодетных и малоимущих семей. Один из них, Агуразра, ежегодно помогает 120 школьникам из малоимущих семей, обеспечивает их всеми необходимыми школьными предметами, включая одежду. Один из проектов, проекта ПЕПШ, направлен на поддержку многодетных малоимущих семей бытовой техникой, предметами мебели и другими средствами, необходимыми каждой отдельной семье. В рамках проекта ПЕПШ за тот период, когда был запущен указанный проект, была оказана помощь 27 многодетным малоимущим семьям на сумму 1 миллион 539 тысяч 753 рубля. Еще один проект «Агуамч», его целью является популяризация и развитие спорта в стране, физическое и здоровое воспитание подрастающего поколения. Международный фонд АПСНы тесно сотрудничает и с медицинскими учреждениями Абхазии. В рамках проекта «Губзера» оказывается финансовая поддержка Республиканскому реабилитационному центру. Уделяется большое внимание Тхуарчалскому родильному дому, реабилитационному центру Ачымчыры, Тхуарчала, Гала и других городов Абхазии. Часто фонд выделяет финансовые средства на лечение детей за рубежом. Более того, представители фонда приглашают специалистов и в области медицины к нам. Ваша организация единственная, которая сами приехали к нам и спросили, какая проблема у вас существует на сегодняшний день, чем вам помочь. За это вам большое спасибо. И по сей день вы оказываете нам помощь. И мы как большого друга ждем вас всегда. Международный фонд АПСНы уделяет большое внимание вопросам духовного, культурного воспитания подрастающего поколения, повышению уровня образования. Постоянный проект фонда «Театры Ахучкой» стартовал в 2016 году. В его рамках ежемесячно дети из малообеспеченных семей имеют возможность посмотреть репертуарный спектакль Абхазского драматического театра, посетить музей. Фонд АПСНы также обеспечивает компьютерами и всевозможной техникой образовательные учреждения Абхазии. Большую работу организация проводит по налаживанию связей с зарубежными партнерами. Часто организовываются поездки в страны, где проживает абхазская диаспора. География нашей международной деятельности оказалась довольно-таки большой. Мы развивали очень тесные связи, продолжаем развивать, как вы знаете, с Российской Федерацией. Это безусловно, потому что там у нас очень большая диаспора, очень много партнеров. Мы очень активно наладили сотрудничество с Индией. Развивается сотрудничество с Китайской Народной Республикой. За это время было 2 визита в Китай. В рамках своей деятельности Международный фонд АПСНы проводит множество деловых встреч, творческих вечеров, оказывает поддержку другим структурам в организации мероприятий. Представители фонда принимали участие в мероприятиях, посвященных памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, в праздновании Дня Победы, 85-летия АГУ, оказывают финансовую поддержку в издании книг. В конце 2017 года Международным фондом была оказана помощь некоторым ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Также часто оказывается финансовая помощь по индивидуальным заявлениям. За 3 года бюджет фонда составил более 40 миллионов рублей. В планах в ближайшем будущем налаживание сотрудничества с представителями абхазской диаспоры в других странах. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете перенесено начало нового учебного семестра, который должен был начаться 12 февраля. Это связано с тем, что завершился капитальный ремонт основного корпуса университета и сейчас завозится оборудование и мебель. Оснащаются аудитории, лаборатории, кабинеты. Работа будет завершена в течение 7-10 дней. И новый семестр начнется в полностью отремонтированном корпусе. Ректорат АГУ намерен в конце семестра добавить столько же дней, чтобы выполнить учебную программу. В связи с этим немного сдвинется по времени и летняя сессия. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, днем местами слабый дождь. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.